отчеты и технику. Сегодня они в роли артистов на сцене Декаленина «Аграрии» в тему профессии и сам танец. Репетировали, говорят, всего 1,5 месяца. А еще в столовую успели для жюри и большой каравай испечь. Тяжело было? Легко. Нам все легко дается. Есть же скрытые таланты. Вот тут у нас проявляются. Еще же у нас не только танцоры, а есть еще вокалисты, есть еще «Минута славы». Буквально вчера они покинули свои рабочие места, а уже сегодня покоряют столицу. Здесь более 400 участников. Атмосфера творчества царит не только на сцене, но и за пределами зала. На 2 дня холл Декаленина превратился в масштабную площадку для репетиций. Те, кто отвечает за сотовую связь из Арского района, привезли номер с национальным колоритом. Сетевики здесь не в первый раз, потому на первое место очень надеются. Когда выступаем, когда еще заслужить какое-то место, это уже не передать словами. Это же очень хорошо. Когда приезжаешь, начальство всегда тебя не ругает. Самое главное. «Наше время без Ненгзаман» – такое название фестивалю дали сами участники. И вот уже 7 лет конкурс шагает по республике, объединяет талантливых рабочих. За все эти годы у нас уже много народу переженилось, и у нас уже полно детей на фестивале родилось. И они уже приходят в зал, смотрят, как папы и мамы выступают. В этом году фестиваль признали нематериальным духовным наследием мира. Он проводится под эгидой ЮНЕСКО. По словам судей, оценивают не столько мастерство, сколько энтузиазм. Именно здесь это энергия творчества и умение за короткое время, которое дается регламентом, воплотить все свои желания, все свои мечты. Зональный этап продлится до завтра. Лучшие номера попадут на гала-концерт. Там победители будут ждать диплом, переходящий кубок президента республики и премия в 250 тысяч рублей. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.